Уважаемые ижевцы! Забавное мероприятие. Оно как бы в цепи тех странных высказываний, в частности вот нашего Владимира Чупрова, да, руководителя энергетической программы Гринписа, который почему-то считает, что в ближайшем будущем ресурсодобывающие компании могут потерять статус священной коровы. Я считаю, что тренд совершенно противоположный. И даже вот выборы Трампа в США говорят о том, что вот та повестка там 30-летняя с начала там организации Гринписа. Буквально через месяц после выборов новый глава, по сути, упразднил Министерство природных ресурсов, объединив его с Министерством промышленности. Причем руководителем назначен министр промышленности. Ну, фактически уничтожение Министерства природных ресурсов — это совершенно логичное как действие со стороны Гапликова. В общем контексте. Да, тем более Гапликов известен тем, что будучи главой Олимпстроя до прекращения действий этой корпорации в 2014 году он должен был, скажем, построить очистные сооружения в Большом Сочи. Ну, в связи с тем, что там количество сточных вод резко увеличилось в связи с олимпийским строительством. Но Гапликов этого не сделал, очистные сооружения не введены в строй, и теперь, так сказать, малейший ливень вызывает в Сочи потопы сточными водами, в том числе, значит, фекальной составляющей, потому что все это сведено в одну трубу. Поэтому я понимал, так сказать, протест вот этой вот, так сказать, мартынковской общественности, если бы они там против там выборов Гаплика, например. Гапликов не наш там, ни Коми, ни Ижевский. И учитывая, значит, его предысторию, он тут насвинячит, давайте будем против Гапликова. Но этого же не было. Получается, что совершенно абсолютно антагонистические два ведомства объединены под одним руководством. То есть это всегда будет присутствовать какой-то конфликт интересов. То есть руководитель, министр, как конечная в данном случае инстанция, будет всегда выбирать между интересами промышленности, между добытчиков и охраной окружающей среды, интересами местных жителей, которые живут непосредственно в природе, да, и, ну, возникает вопрос, что он выберет из этих двух, когда Москва будет требовать налогов, республика будет требовать тоже каких-то там, не знаю, давайте. Понятно, что это, в принципе, экология будет глубоко забыта. Очевидно, кого к нам прислал Путин. Очевидно, не экологически ориентированные, сказать, товарищи. Протест надо было тогда, сказать, организовать, а сейчас уже, мне кажется, толку никакого нет.